я же тебе говорю, в половину приехали, как раз в 3 часа здесь был. В половину? Ты не в половину приехал, в 7 минут приехал. Я же тебе говорю. Доброе утро, ребятки. Таежная река. Перекатистая, мелкая, закоряженная. Но мы идем дальше, ребята. Всем привет. Сегодня сплав. Давно мечтал уже, давно собирались. В этом году, ребята, первый сплав в этом сезоне. Встали на малую реку, но здесь сейчас пойдем пешком. Дойдем до устья и будем сплавляться чуть побольше. Побольше речка, уже более такая проходимая. Что-то залетели так рано. Что-то по времени уже не ориентиры, ребята. 2 часа выехали, а темно еще. Долетели здесь до более-менее дороги. Стали, а еще темно. Не пойти. Полчаса стоим, перекур у нас. Вот рассвело, сейчас пойдем. Сегодня смешание с Костяном. В общем, сплав, ребята. Попробуем. Погнали. Где-нибудь споткнешься, как в тот раз, ебать, об кочку, ебать. Будешь бороздить. И немножко влажно. Миш, помоги тоже мне, слышь, закинуться. Сейчас, подожди. Там надену, что-то ручка, блядь, хрустит. Перекурили. Тебе что надо накинуть? Миш, вот это накинь мне сзади. Противовес. Ладно, сейчас уже вторую дойдем уже. Что-то я не понял, с откуда баллон-то начал шипеть-то, бля? Че он Может, так вот так завонял? он даванул просто, может. Может быть, не знаю, прижал я там, бля. Наверное, чем-то прижал. Так, Мише надо помочь еще на голову накинуть. Сейчас гон Сюда. С перекурами, но уверенно. Прям. Лодки тяжелые. Лодочки тяжелые. Соответственно, неудобно. Да-да-да, Миш, налево уходи. Тут, наверное, сейчас засосет нас, блин. Вот тут самая такая неприятная. Да-да-да. Косян, там правой попробуй. Уйди. От жары аж баллоны, ребят, поперли смотреть. Сам хуячил нас, отмывал. А я никому не говорил, я говорю, что ты нам? Есть виноват? Вчера лежала, блин, в сумке в машине и походу расперла. Охренеть, в сумке бы взорвалась, блин. Это к нам. Не взорваться бы. Дошли, ребята, аж баллоны вздулись. Красота. Солнце только встает. 3 утра. Шикарно. Доперли. Доперли до речушки. Вот она наша. Будем сплавляться. Все. Все, качаемся, все нормально. Все по порядку. Мощь, сила. Там такая... Здесь, смотри, я не знаю, сколько качать. Еще качай. Качай, качай, нормально, Миш. Ну, видишь, туда транец потом вешается, это, ну, как бы уж доделка. Я понял тебя, да? И слабенький моторчик какой-нибудь. Да, две кобылы. Пойдет. Сейчас бы 2 кобылы вообще не хреновую роль сыграли, да? Ой, слушай, по таким славам вообще, вот мотор нужен вообще. Маленький, да? Да, маленький он пускай висит, но он, поверь мне, он выручит тебя вообще на раз-два. Будешь теперь? Другой не было Байкал. Из-за этого она оставилась. А вот это, разные хлыстики, да? Да, он получается универсальный. Он ультралайт и лайт. И по хлыстику получается.
Здесь у нас 3,12, а там 1,7 грамм. Ну, как бы ну, такая веточка. Вообще, ну, легенькая, понял. А тут для этой речки как бы ничего другого и не надо. Зато если на килошку хапанет щучка, знаешь, она так будет исполнять, что в дугу весь будет. Вот так. Так, что, шмурдяк вот эти. Так, ну на про запас, ребята, всегда берем, естественно. Потому что мало ли что произойдет. На сплавах всегда нужно запасную катушку и медь. Хотя катушки вроде сейчас делают уже хорошие. Как бы ни было. Про запас надо всегда иметь. Я когда-то на своем канале говорил, что есть большое желание заниматься гейдингом, принимать гостей, делать рыбалку, экспедиции. Но с другой стороны, если разобраться, это большая ответственность. Нести ответственность за всю поездку, принимать людей, отвечать за транспорт, отвечать за экипировку, быт и так далее. Люди бывают заряжены, то бишь готовые, но бывают, соответственно, и просто любители, которые не были ни разу в лесу на такое дополнительное время. А вот ребят с компанией этого тур, там все заряжено, все готово, и ребята принимают гостей. Собственные гостевые дома в Тыве, собственный парк водной и внедорожной техники, организуют рыбалку и охоту по всей республике Тыва под ключ. Рыбалка проходит в верховьях Енисея в таежных условиях, рыбалка на харюза, линка и тайменя. Ну, с тайменем, понятно, поймал, поцеловал, отпустил. В общем, ребят, чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть своим глазом. Одно приключение. 3 тонны снаряжения, 4 нагруженных доверху лодки, 8 длинных и насыщенных дней, 12 сильных предпринимателей, 37 потерянных блесен, 82 килограмма трофейно выловленной рыбы, 176 гигабайтов видеоматериала, 515 литров топлива и одна Тыва. На одной конференции предприниматель задал вопрос: кто любит рыбалку? Не дожидаясь реакции, он сам ответил, что все как в бизнесе. Предприниматель любит, когда клюет. Енисей – это то место, где определенно клюет. И неважно, какой у тебя стаж или опыт. Если ты рыбак в 3-м поколении, то подсекай и тащи 10-килограммового тайменя. А если ты новичок, который взял спиннинг первый раз в жизни, то тащи рекордного 20-килограммового монстра. Бывало и такое у участников Тыва-тур. Зачем же приезжать в Тыву? Дело не в великолепной девственной природе или высокой степени организации экспедиции от Тыва-тур. Дело совсем не в этом. Дело в людях, в их историях и в том, чтобы прочувствовать, зачем нужно ехать в глухую тайгу, где нет связи, нет электричества, комары такого размера, что норовят утащить на дерево. Зачем это все? Ради уединения с природой? Ради того, чтобы отвлечься от всей работы и освободить мозг от операционного управления бизнесом? Или ради дуэли с тайменем 1 на 1? А может быть, я ничего не понимаю и истина в вине? А может быть, просто потому, что каждый из нас любит все это сразу? И новые знакомства, и обмен опытом, и те моменты, когда видишь звезды ночью, потреск костра. А если я скажу, что все это хорошо, но на 3-й день экспедиции тебя радует уже не красота природы, а совершенно другие вещи. Абсолютно другие вещи. Сухая и теплая одежда с утра. Невероятно наваристая уха из рыбы, которую ты сам поймал. Хрустящая корочка хариуса, только что снятого с походной сковороды. Возможность просто созерцать блики солнца на воде. Очередной удар от тайменя, еще сильнее, чем днем ранее. Но настоящее понимание ценности момента приходит ближе к концу экспедиции. Уезжая подальше от дома, от быта, от семьи, от привычного комфорта, вдруг понимаешь, что чувства обострились бритвенно остро, срезав начисто обыденность, рутину, вновь обнажив чувственность к тому, что уже давно имеешь, и совершенно забыл, как ценить.
теплую кровать, горячий душ, высокоскоростной Wi-Fi и Netflix по вечерам, комфортный автомобиль, да много чего еще. Просто забыл, каково это — иметь. И, вернувшись домой, вновь почувствуешь краски жизни, запах домашней еды и объятия любимой женщины. Разнообразие и насыщенность — вот такие, пожалуй, ключевые принципы, ради которых и есть смысл отправляться в такие приключения. Вот, друзья, устье, по которой вдоль реки мы шли. Вот она впадает в эту реку. И мы начинаем наш сплав. Все, братва, начинаем рыбалку. Делай мне фоточку. Да, что ты фоточку? Сейчас все приготовимся и начнем. Все, Мишка уже погнал рубалить. Все. Огонь. Так, ну что, ребята, сегодня у нас, как обычно, кайдовский ультралайт лайт, потому что две вершинки, 0,8 шнур, 2000 катушечка. Короче, чисто кайф, чисто вот такие маленькие забросики, маленькие поклевки даже в руку. Костян мне предоставил сегодня лодку Aqua 260 с надувным дном. Такая интересная лодочка. Пацаны идут. Миш, как лодка называется у тебя? Волга. Волга Бейс, короче. Все дела. Так. Здесь приманочки. Подсобрал в этот сплав. Вот чисто вот так, короче, ребят. Небольшие воблерки. Вертушечки. Короче, тут на пробу взял спиннер Бейтс. Вот такие вещи интересные. Кто-то видел, наверное, такие как азябры. Понтончики 21. Вертушечки от 0 до 2. Че, кого-то поймал уже? Да. Серьезно? Да. А что так выматываешь? Подымай уже. Щучка? Да ну, нифига себе. Костян, ну ты что, в натуре вытворяет? Смотри, пацан. Я же тебе сказал, там стоит. Видали, уже рыбу, короче, ловят, пацаны. Ну, это хороший показатель, ребятки. Это нормально. Ну, как сказать, бывает такое, сразу лав, а потом не Ну да, Миш, ты тоже правильно говоришь. На что взяла, Кость? На кислоту. кислотку. Вертушку, да? Так, все, понял. Есть такие у нас. Отлично. Класс. Уже, ребята, результат. Это хорошо. Поводочки, садочек. Здесь у нас, ну, тут в большей степени всякое. Газ пробил, ребята. Вонище стоит. Блин, ужас. Конечно, диалога. Ты не забывай, делимся напополам. Давай, да. Всю рыбу в общую кучу. Сегодня, ребята, будем ужинать щукой, я как вам и говорил. Так что ловим столько, сколько нужно. Больше не ловите. Больше не ловите. Сколько поймаем, столько съедим. Больше не ловите, потому что рыбу можем сгубить. Жара такая будет. Все, ребята. Первые там минут 5 сплава уже Костян, короче, отловился на кислоту. Короче, немножко неудобно. Ну, будем как-то пробовать. Так, что-то ноги не могу растянуть. Сумку кинь дальше на ногу и все. Нас не снимай. Чуть-чуть туда бы сдвинули, да, заебись было. Нормально, ничего страшного, мужики, пойдет. Все, погнал сплав. Так, друзья, ну что у меня тут есть в ассортименте? Костян поймал на кислоту. Я недавно ходил на лесную речку, и вот у меня сработал косодака, вот такой воблерочек. Попробую с него. Что-то я вот раньше только на вертушке, ребята, только на вертушке работал, а сейчас что-то вот все по воблерам, как бы охота двигаться. Пацаны зацепились там за дерево. Ну, такая лесная речка, ребят, небольшая, видите. Можно путь посередине и, соответственно, обкидывать и правый берег, и левый берег. Вот сейчас я начну с воблерка, попробуем. Ну, как бы, точнее, то, что Костя поймал, это не результат, не показатель. Вот так, сейчас будем пробовать. Пасак у меня здесь, все есть. Здесь, ребята, трофея мы здесь ловить не будем. Здесь небольшая щучка, окушочек.
Даже может быть хариус. Ну, хариуса здесь не так уж много. И в основном он мелкий. Время 4 утра. Мы начинаем сплав. Планово пройтись сегодня у нас километров, не знаю, 15-20 и заночевать в избушке. Палаток специально не брали коврики, не брали спальники. Будем планировать, что с избой нам повезет. Ну, не будет она занята, не будет там каких-то моментов, все будет четко. Ну все, я тоже погнал. Первые забросы. Пока попробую на воблерке. Вода вроде чистая, но большая, ребята. Большеватенькая река. Эти маршруты я проходил много раз. Соответственно, как бы есть понимание. Посмотрим. Посмотрим, что будет, как у нас происходить. Солнце подымется. Будем с остановочками, с купанием. Потому что жарко будет днем. Вот пока утро можно что-то половить. Поймаем, приготовим, покушаем. Еды взяли тоже по минимуму. Пацанам говорил, что брать будем, давайте по минимуму. Чисто. Поймали, съели, все. Домой, потому что брать, заготавливать рыбу здесь сейчас в такую жару. Сегодня у нас 30 градусов в тени. На солнце будет все 45. Так что в аккурат. В аккурат, что поймали, что съели. Все. Попробуй пока на воблер. Два окунечка мужики выскочили. Сразу. Да, тут 2-3 штуки сразу шли, но небольшой, отпускаю. Миш. Такого нам что брать-то, зачем? Они тут сразу 2 штуки, 3 штуки сразу шли. Так что давай, долавливайте. Вон на бровочке тут стояли. Я на воблерок, кстати, косодака небольшой. Белый такой, натуралочка. Ну, рыба активная, я так понимаю. Так что... Ух ты, нифига. Там всплеск был, ребята, хороший. Где-то там. Так особо не летит, конечно. Мужики? Есть контакт. Да ты что, гонишь, что ли, мать? Они тут такие бойкие, блин, резвые. Так, пока на поесть берем. Пока берем на поесть, а потом посмотрим. Да, ребятки, сплав. Такая штука. Блин, ну рыбка клюет, походу, нормально. Потому что вон мы отплыли-то тут чуть-то по чуть. Тройничок тут маленький, остренький. Ну, какой-то зверь ходит. Такая, грамм 500. Пока сладенькую на поесть берем, потому что на избе хотим приготовить. Сегодня покушать. Щуку. Еды особо не брали. Не знаю, там кто-то сало взял. Кто там, что там еще. Я на косодаку, на маленький воблер. Ну, вот такие. Крупнее щуки, возможно, и не будет. Потому что, ну, берет. Уже окуни выходили. Нормально. В целом. Мне нравится. Пока утро, можно рыбачить. Можно пробовать. Ну, окушок выходил, щучка выходила. Значит, пока останусь на воблерке. Мне нравится. Заглубление здесь 70 сантиметров. Для этой реки то, что нужно. Ну, грязь, да, плывет. После дождей вода выходила.
подымалась. Какие-то притоки дали воду. Вон видно, что много грязи. Видите, ребята? Ну класс, вообще класс. Блин, я рад, то, что выскочили. И погода, ребята, понимаете, не облачко, смотрите. Вообще не облачко будет. Это очень здорово. Остановимся. Купаться будем. Класс. Че базарить? Я сплав очень люблю. Очень люблю сплавы. А я видел, она выходила, слышишь? Щупарек отпустим, да? Мужчины? Ну или что, или на пояс пока берем? Конечно. Ладно, понял. На покуше 3 щучки уже хорошо. Стая сказала брать, что будем брать. Крупнее, я же сказал, тут особо-то и не будет. Будем брать, значит будем брать пока. Потом будем отпускать. Бля, хорошая выходила, ребята. О, опять выходила. Блин, солнца в глаза не вижу. Миша, добирайся, что здесь? Хорошая, ребятки, выходила. Такая полторушка. О, опять что ли выходила? Сейчас доберу. Блин, 2 раза выходила, ты понял? Активная щука, значит, слышь, ребята. Блин, ну все. Ну понятно, что 2 атаки, конечно, для нее это очень много. Пацаны, пробуйте. Другого приманка должна хапнуть. Так, друзья, ну что, первые полчаса сплава, минут 40. Ну что, не знаю. 2 щучки, окунь и выходы были. Сейчас вот хорошая такая щучка выходила. Не взяла, 2 раза хапала. Короче, на воблерок. Косодака, вот натуралочка. Костян там сразу первую на кислоту поймал. И Миша пока что-то не видел еще. Тоже меняется, пробует. Но я пока останусь на этом, наверное, на воблерке. Попробую. Что, клюет вроде как нормально. Встает солнышко потихонечку. Ну, здесь местами, конечно, где-то будет пригревать, где-то будет пнёчек, потому что все вот так. Ну, видите, какие берега, ребята. Далеко не отплывает. Класс. Да, девочки? А, сейчас заплывем, в принципе, нас. Да-да, очки сейчас дам. Короче, нормально, ребят, что. Пробуем. Мужику все в порядке. Чалятся. Мишенька сейчас окуня хорошего поймал. Костян такой деловой сидит. Под ногами. Давайте, братцы. Подожди, надо еще открыть Константину. Да, может, сам не умеет. Да? Но. За выезд. За лес, за воду, за природу. За вас, за нас. Держи. И за щучий глаз. Давайте. За погоду. Классная погода вообще. Не, побыстрее потеплело, я уже замерз. Ну да, холодно, базара ноль. Сейчас потеплеет, Костян. Что, 7 утра только, что? Видишь, даже ноги посинели уже. Классно. Классно, вообще четко. Вот сосисочка. Да, Миша? Ну, Нажарил, да, Гейш? Сосиски? Согласен. Больше тем, не съедите, не ловите. Ну да. Да нет, просто, ребята, там шли перекатисто, видишь, там щука стоит, ну, вода реально прогрелась, даже на лесной речке. А тут тиховодка более-менее, видишь, и здесь поклевок уже не так, как там было. Ну, сейчас местами пойдут перекаты, так что все в наших руках. Конечно. Да, более перекатисто, конечно, рыба
активнее сразу. А здесь вот более так спокойно. Соответственно, и меньше. Не знаю. Пока стою на воблере. Посмотрим, братцы. Посмотрим. Ну, на жареху поймали уже. Уже хорошо. Больше не надо. Как пацанам сказал, больше не берите рыбу. Тушить тоже смысла нету. Хотя еще, блин, холодно. Пачку сигарет нашел в кармане. Душанька поет. Душа, говорит, поет, когда клюет. Правильно? Правильно. Меня схватили, и уже на утро меня казнили. Ночь, 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 ты опять ходишь где-то. Чё? Сколько дней подарила нам лето. С горя я напьюсь, с горя обдолблюсь. Это что за песня? Это Фактор 2? Да. А, видишь, я тоже знаю, Мишка. Так. Костян взял. Пидора поставь, как мы возьмем, я хуй знаю. Она хуярит. Блядь, хорошая, сука. Вот килограмма полтора. Не на хапом не бери. Никак! Ну, давай. Андрюха, тут такой нахуй поставщик есть. Да ты не сюда, блядь! Да куда она сама хуярит, как хочет? Давай. Сейчас, жопу зайду. Ну вообще стажеры, слышь, Миша? Тебе вообще фофан надо поставить за такую этот. Ты снимаешь? Конечно. Все. О, Ебать, я в посаднике не влезла, нахуй! Щелкодел! Костян, ну-ка покажи. Сейчас, подожди. Цеплюсь. Сейчас, подожди, уйдет! Молодцы, молодцы, пацаны. Ты. Тихо. Да тихо, блядь. Видал, как я оперативно полторашку поймал? Да, Миша, тебе вообще фофан надо за такую пацан. О, подожди, Костя, подожди, сейчас найду тебя. Сейчас найду тебе. О, ну слушай, это хороша уже, слышь, мамка. Да, заебись вообще. Пойдет. Почти два. Красавчик, Костя, молодец. Ну вот, что-то подобие щуки. Костя, а что взял? По-русски разговаривай. По-русски, блядь, на вертухок. Вертушка, да, кислотная. Огонь. Ага, я понял. Все. Ну, кислота работает, значит. Так, ну что, попробуем. Спиннер бейт. Никогда такими приманками не пользовался. Что за вообще такая, блин, штука? Кстати, вот у меня еще новенький, вот такой надо попробовать. Так, такой. Вот такой попробуем. Раньше это была тема такая, ребята, интересная. Сейчас уже, смотрю, с рынка ушла. Посмотрим, как она вообще себя ведет. Так, что у нас, куда? Сюда зацеплять получается? А что, даже никакого кольца нету. Ну, точно не туда. Сюда, наверное. Ага. Прикольная вещь. Покидаем такую зверюгу. Ну да, вибрация от нее, конечно, хорошая такая. Там одинарник, правда. Ну такая лохматка. Как бы летний вариант, по идее. Ну смотрите, идет нормально, прикольно. Не знаю, вот это мешает, конечно, второй лепесток, если при ударе.
Ну так, тяжелая вещь. Попробую, короче, ребята. Тенечки-то ребята хавают. Мошка, блин. Зараза. Да, я представляю, сейчас если в траву выйти на берег, снесут походу. Опа. Слушай, ну добра, девочка, да, красивая, да? Мелочь. Пойдет. Полторашка точно железно вообще есть. Ну, красавчик, Костян. Молодец. Вот, ребята, далеко ходить не надо было. У Мишаньки катушка взлетела. Рассыпалась. А на сплавы нам нужны запасные. Держи, Мишань. Я еще сдул, ну и... А что ты можешь? Ну, Не, наматывай. Новый шнур, да. Кидай, запускай, кидай его в этом, и все. Положи. Да, запас нужен, потому что можно проиграть. Я уже так тоже пару раз проигрывал, реально. Некрасиво потом, когда едешь далеко и остаешься без снастей. В аккурат. Сейчас Мишка намотает и нормально в строю опять. Будем рыбачить Либо дальше. на берегу. Да. Не, катушка, кстати, там хорошенькая, Мишань. Четенькая там. 11 плюс 1 подшипник. Должна такая оборотистая она вообще, по идее. Шнурок там 12. Ну как раз пойдет, подвает. Все, что, притормозни-ка. Ага, потихоньку. Угу. Стоять. Да? Да. Ага. Все, не выбрасываем. Мусор. Есть. Ну, небольшая. Ну, небольшая, да, прет? Да, он видно его. Она с потравки, смотри, хапнула. Что, отпускаем уже таких, братва? Опа. Какая-то еще нормальная. Ну, пятихатка, да? Что, берем? Конечно. За подбородок как-то, слышь, ее бомбанул. Вон с потравки, слышь, кость хапнула. Ладно, что? Братва говорит, берем. Значит, берем. Да ты чё, блин, слышь, леща дала. Заводюга. Ну что, господа, туристы или кто, или рыбаки? Не, так, первопроходцы. Первопроходцы. Здесь проходимцев очень много, слышишь. Я говорю, с 18 года здесь бороздил эти края. Так что как бы все знакомо, по идее. Ну да, меняются места, ребята. Считаю, 23 год, с 18 года прошло, считай, 5 лет. Да, что-то подзамыло, что-то подкоряжило, что-то... Ну, лучше не становится, как минимум. Все равно все хуже. Щуки как не было, так и нет. Ну как есть, штучные. Что-то там, что-то ловим. Вон, эти две уточки нас сопровождают. Другие? Да. Черные. Ладно, солнышко, ребятки, встает. Пригревать начало, блин. С утра все мерзнем и мерзнем. О. Красотки, да? Девочки такие. Вообще местные ребята. Вообще не парятся. Угу, поперли. Ох, ушли. Так, братва идет. Ох ты, блин, ушла, ты прикинь? Опять? Да. Слушай, крючки мелкие, блин. 2 раза хапала. Да ё-моё. Чё это так бывает, что ли? Блин, такая килушечка, ребятки. Ну, уже точно не возьмет. Подтащил ее-то я хорошо. 2 раза, прикинь. Раз и 2. Бодануло. Зацепились, короче. Идем вот так, ребят, к крейсерам, короче. Скорость крейсерская у нас потихоньку. Да? Слушай, не знаю.
Ну как-то тоже, я смотрю, неактивно. Я еще, ну то, что вот эти даже то за бору, то за ус, короче, ну не хватает, не хватает. Все, ребята. Ну вот это заебись заглотила, нахуй. А, большая вот эта твоя? Да. Да? Ну все. Ну, сходик есть. Сходик есть. Подспустились, ребятки, сколько? Километров, не знаю, 6-7. Вот в начале именно как раз были перекатики, и там ребейка-то была, и что-то поднабрали там даже немножко поклевок. А здесь прям никак. Тут что-то так, одна вышла, сейчас у Мишки немножко вышла. Ну, не жадно, что-то походу багрится подбородком. А так, вот у Костяна вот эта полторашка она вот съела, а так остальная вся то за ус, то за глаз. Красота. Солнышко поднялось в целом. Ну, в таком в туннеле идем, ребята, и как будто бы и не жарко даже. Солнце поднялось, у пацанов настроение поднялось. Нахуй. Да. Я Да. островок нашел. Да. Есть, да, Бобриный островок. Сейчас найдем перекатик песчаный какой-нибудь и остановимся. Немножко надо размяться. Подустали даже реально ножки. Как-то так. Ну красота, погода, ребята. Погода в августе месяце, это вообще четко. Поллета погоды не было, сейчас вот немножко отдыхаем. Реально круто. 2 уточки сопровождают. Там остались, больше не Не перелетали. перелетали, да, больше? Ну, значит, мы больше не увидим. А так, все, что. Птички поют, ребята. Погода, солнышко. Круто. Настроение бомба. Отдыхаем. Так прицепились, как бы, и идем так квартетом, кварнетом, как там это правильно? Квартетом. Квартетом, да? Правильно. Ну, квартет это такая музыкальная группа. Но ты же не музыкант нихуя. В общем, ребят, все нормально. Хорошо. Самое главное, все хорошо. Там тормознем, что-нибудь перекусим, наверное. Немножко разомнемся, может даже покупаемся. О, какие берега, ребята. Смотрите, как моет. Береза вон ушла. Береза свалилась просто полностью. Сейчас я понимаю, что, блин, водичка, конечно, очень большая. Вверху ее дожди, значит, были. Вверху их дожди были, значит. Че? Ну, окунек. Окунек? Ну тут в коряшках-то должны кто-то жить-то по-любому. Кто-нибудь был. Ну. О, ребят, нашли, смотрите, какое место. Шикарное. Да, Костян, нормальное место. Тут и подплыть можно нормально. Спокойненько. И песочек, и травушка. Тут можно побалдеть вообще. Наука и песочек. Да, класс. О, ребят, смотрите. Березовая роща. Здесь, походу, обрыв смыло. Здесь вон сушинка лежит. И тенечек, самое главное. Здесь и отдохнем, перекусим. Сейчас что-нибудь сварганим. У нас, в принципе, много чего домашнего есть. О, класс. Класс, ребята. Да. Смотри, какая роща, ребята. Шикарная. Чисто береза. И тенечек. Вообще класс. Дело прошлое. Дело к обеду. Прям жарит уже на реке. А здесь круто. Все, давайте берем поесть и погнали. Поляна достойна, друзья. Смотрите. Подожди, Все по-серьезному. черви лазят. Нахуй. Котлетки, яйки, сосиски, сальцо. Огурчик, помидорчик. Классика жанра, просто классика. А рыбка будет нам на вечер жареная. Угу. Обед вообще классный. О, бомба. Поляна достойна, друзья. Смотрите. Подожди, Все по-серьезному. черви лазят. Нахуй. Котлетки, яйки, сосиски, сальцо. Огурчик, помидорчик. Классика жанра, просто классика. А рыбка будет нам на вечер жареная. Угу.
Обед вообще классный. О, бомба. Есть? Да, там Где бесполезно омут так есть? его. Вот там мы вот половили окуней, щучек, короче. Все. На деревяшке еще Не, ну можно. сейчас в данный момент даже я тебе могу сказать, что я даже не знаю, где мы сейчас, понимаешь? То бишь, ну, у нас сейчас ближайший населенный пункт, даже я не могу тебе сказать вообще. Трассы не слышно. Трассы не Значит, слышно, мы далеко. уже ушли уже хорошо. То бишь, нормально уже углубились. Так что, красота. Да не, место вообще кайф, смотри. Сейчас бы на пляжике там тоже майли зажарили бы. Даже Не, там тенек, там тоже заебись. там еда бы даже в кайф не была. Сидим, ребята, кушаем. И что-то раз, глаза такие, а что-то типа торчит. Вот, вы тут заблудили. А тут, короче, типа изба, ребят. Ага. Балок какой-то. Чё себе. Смотрите, ребята. Да, смотрите, небольшая типа избенка, вагончика. Притащили, я так понимаю, зимой. А, тут вообще уже давно никого не было. Не входить. Так, кора свежая. Дровишки свежие. Печурка. Ой, какая маленькая. Малютка. Две нары такие. Да, слушайте, ребята. Ну, понятно, что она заброшена, я так понимаю. Ну, как минимум. Даже, смотрите, проводка старая. Видите, фара какая-то была. Ну, как минимум, где-то здесь был. Так. Ну, это вообще свежий, по идее. По идее. Где тут год? Не видно, не вижу. Фига тут. Типа что, выпить, закусить что ли, что? Нет, как будто вода. Но кто-то тут ее посещает. 100% эту избенку. Как балочек. Печка, смотрите, ребята. Вообще минимал. Она кто-то вот недавно сжег от комаров. Или по рыбалке приходил кто-то. Квас. Какие-то продукты. Или что-то еще. Ну, лист такой валяется старый. Банка тушенки скрыта. Да, прикольные такие, конечно, моменты. Но притащили ее. Вон там даже какой-то бензин, что ли, что-то еще. Притащили ее давно, ребята. Пни уже вон сгнили. Я так понимаю, на снегоходе. Или на тракторе. Блин, ну а хотят здесь как проехать, я даже не знаю. Костровище старое. Ну, доски, видите, все разбросано. Это что-то, скорее всего, предбанник стоял. Вот именно здесь крыша упала. Это что-то на петлях. Тут, походу, еще были такие, как тамбур, двери. Развалилось все. Да. Вот такие вещи, ребят, смотрите. Тяжечки такие. Ну, не знаю, вот такие. Не на вертолете же сюда ее скинули. Лыжи стоят, да? Лыжи. Да. Ну, он будет стоять, ребят, очень долго, потому что он железный. Тут все как бы клепки. По-нормальному все сделано. Чисто вот венец нижний сгнил, трос.
Ну да, его точили как-то. Его как-то тащили. Вот, видите? Его сюда как-то затащили. Окна живые. Еще будут путников согревать еще надолго. Нифига себе, блин. Мы тут тормознули так просто. Такой подъем. А тут такая тема. Но буду знать для себя, ребята, что в этом районе тут в одного, вдвоем можно так сказать, перебздеть непогоду, что-то еще. Офигенно. Ну, смотрите, сейчас тут это давно, походу, затащили, что снегоход такую избу бы не потянул. Как-то трактором или что-то еще, я не знаю, чем-то затянули. Лес непролазный. Может, когда-то давно здесь еще леса не было особо. Как-то заволокли. Офигеть. А, вот, и тропинка, смотрю, идет. Да, кто-то пешком сюда приходит, получается. Сюда как-то добираются. Да, вот дрова пиленные, видите, береза старая валяется. А мы вот тут тормознули. Такой обрыв, и пожалуйста. Сидим там, балдеем. Офигеть. Так, ну что, мы продолжаем дальше до избы. Порядком еще, не знаю, километров 5-6 осталось. Плюс-минус. Миша, ускоряйся. Так что предлагаю, ребята, где-то тормознуть, покупаться. Нормальное время провести, да ведь, Мишань? Ну, а пляж какой-нибудь? Ну да, что-нибудь найдем. Пляж был. Пляж был. Пляжи затоплены, видите, что, мужики, в чем проблема-то. Так что кидаем, пробуем рыбачить. Покушали. Хорошо пообедали. Да, хорошо, что в лес зашли, потому что жарево просто, ребята, вообще невыносимо. Вот август дает, да? Блин, в июле такой погоды не было, как сейчас. Класс. А, ударила, да? Угу. Вот она, была. Вот она, вон выходила. Угу. Слушай, я не понял, это кто вообще был? Ну, была щучка хорошая. Как будто не щучка была. Щупарек. Щупарек, да? Выходила, да. О, вон она. Да, щупарек, слышишь? Под нами еще плавает, да? Ага. Видишь, это щупарек, даже за ней бодаться не стоит. Все равно отпустим. Жарко. Сейчас попробую ее выманить, потвичу. Щупарек, да, там такая она. Видишь, сколько? 3 выхода делала, уже столько атак сделала. Ее все равно не хватило у нее. Мимо. Выходила? Да, мимо пизданула. Серьезно? Да? Да ну нафиг, нифига. С другой стороны. Сейчас попробуем потвичить. Что? Вот, блин, а, зараза. Блин. Вроде и жара, но вода холодная очень. На лесной речке, конечно. Ох. О, братва, холодная вода. Слушай, ну тут вода вообще дубак. Мишаня. Вода дубак. Жесть. Но охладиться, да, круто. Покупались и окунек. Что, будем брать или отпускаем? Затушим его точно. Нет. Окуня затушим. Да нет, вон мне живой. До сих пор еще. Думаешь? Давай его сюда тогда. Давай, ладно, хорошо. Положим садочек тогда. Какой нормальный окунек, да? Вопросов нету. Фух, да, жарко. Вообще жарко стало. Тяжело. С утра, конечно, было холодно, я бы еще потрясся. Костян, как думаешь? Да, я уже разделся. Ну,
Я и говорю, с утра было так холодно, что мы трясли, когда это солнышко выглянет, а сейчас как будто это слишком солнышко борщит, да? Прям слишком. Жарковато. Че, за поворотом изба? Да. Ну и пиздец, подходим. Время час дня. Что нам делать? И Наверное, Константин, будем двигаться в сторону дома, да? Хотя, может, по темноте приедем. В час дня-то смысла нет заходить в баньку. Ну сейчас час дня. Залетим. А дальше что? А дальше ничего. Ничего. А дальше вторая передача. Пониженная, да, Миша? Да. Я понял тебя. Давай, Миша, Hello, people. Ну что, прошли мы полпути. Как будто бы отдохнули немножко. Руки вон, щучку сними, смотри, какая хорошенькая торчит. Белая пузика. Да. Немножко щучки поймали, немножко окушков, отдохнули. Сейчас нас ждет немножко Секса? трудовой путь. Андрюха говорит, погребсти, там, жара, все дела. Но я думаю, мы будем просто отдыхать, пить пиво и потихонечку вестрить. И все будет ништяк. А встретимся уже в Горьковском. Кость? я без комментариев. нахуй. Я ношу все нормально, блин. Звони, если что. Что ты мне, блядь, рюкзак купишь, что ли? Что, звонить тебе? Да. Я тебе он свой по-варовски отдам. О. Два 200. 2,80. 2,80. 2 килограмма. На сотку Красавчик. Молодец. Блядь, это просто везде. Да, друзья, по времени мы немножко прогадали. Очень рано выехали, плюс большое течение с поднятой водой. До избы дошли в 3 часу. Обычно подходили сюда к вечеру, выгружались, шли на избу, готовили ужин, и дело было к вечеру уже ложились спать. Ну а здесь в 3 часа заходить в избу по такой жаре, дожидаться утра мы не захотели. И решили спокойненько сесть на свои баркасики и вперед до деревни, до места выгрузки. В общем, прошли все на веслах, потихоньку где-то обкидывались, где-то рыбачили. В 9 часов были на деревне, соответственно, сплав у нас закончился, ребята. Провели круто времени, с утра половили, ну а днем с такой жарой было очень тяжело, и мы спокойно шли домой. Всем, ребята, желаю удачи, здоровья, счастья и быть добру. Давайте увидимся. Всем пока.